Знаешь, с годами еще больней. Начну с предыстории с небольшой. Он заслуженный работник транспорта и майор военно-воздушных сил СССР. Он родился в живописном селе Ачандара, в семье простого крестьянина, и прошел путь, закончил войну майором вооруженных сил Советского Союза в Берлине. Где-то в 1934 году дедушка учился в Сухумском педагогическом институте, был одним из лучших студентов института, и в тот период Советский Союз развивал авиацию, и партия на тот момент призывала молодежь поступать в авиационные училища. Мой дед, как он говорил, ретивый комсомолец, значит, откликнулся на призыв и был отправлен на учебу в Московское авиационное военное училище, где уже он получил специальность техника по спецоборудованию самолетов. Это радио и электроника. Как он сам себя шутливо называл, он был доктором самолетов и отвечал за все, что блестит, звенит и пищит. Потом уже, когда он окончил в 1938 году учебу, он был направлен на службу в Московский военный округ. Так начался его путь в мире авиации. И уже с началом Отечественной войны 1941 года он был назначен в авиаэскадрилью в город Черновцы, где, в общем-то, его и застала война. И вот с 22 июня по 5 мая он проходил службу уже в действующих фронтах армии на Южном, Центральном, Закавказском, Украинском и Белорусском фронтах. И вот он начинал свою войну как раз-таки в должности авиатехника по спецоборудованию, окончил ее начальником связи полка и дивизии в составе 3-й польской истребительной дивизии в городе Берлин. Есть вот такая информация, что их полк выполнил 323 боевых вылета, провел 32 воздушных боя и сбил 38 самолетов противника, потеряв при этом 18 самолетов и 9 летчиков. Дед, знаете, вспоминал, с кем ему удалось служить рядом. Это были такие известные летчики, которые в дальнейшем стали героями Советского Союза. Их фамилии — это Покрышкин, Козлов, Ткаченко, Селезнев, Хлусович. Почему дед особенно вспоминал с теплотой это все? Он все-таки был простым парнем. Так как он обслуживал их самолеты, самым большим было для него вознаграждением — это их благодарность и то, что они всегда могли уверенно садиться в самолет, и техника, за которую он отвечал, никогда его не подводила. Наград много, но я думаю, наверное, самым интересным, на мой взгляд, это являются вот эти вот две награды. Это Серебряный польский крест за заслуги. В 1944 году советская армия осуществляла формирование первой армии войска польского, так называемого. Там находились выходцы из Польши, граждане Польши, и армия очень сильно нуждалась в опытных специалистах. Тот полк, в котором служил мой дед, это 246-й истребительно-авиационный полк, он был переформирован в 10-й истребительный авиационный полк войска польского. И вот таким образом дед оказался в составе польской авиации, стал частью 3-й истребительной авиационной дивизии. Он участвовал в ключевых сражениях в составе этой армии в освобождении Польши и штурма Берлина. И вот как раз-таки 2 мая 1945 года, после штурма Берлина, он на стене Рейхстага написал мелом «Сухум Берлин» Раиф Агрба. После уже того, как Великая Отечественная война закончилась, он продолжил службу в составе вот этой вот 3-й истребительной дивизии Вольска-Польского, участвовал в становлении молодой авиации Польши, военной авиации Польши, где 23 февраля 1946 года, в День Советской Армии, он был награжден первым крестом за заслуги, польской наградой. Потом в дальнейшем, когда уже формирование польской армии закончилось, интернациональный долг был выполнен, дальше командирован в первую белорусскую воздушную армию. И вот по завершению долга польское правительство его обещало наградить второй наградой, но
Это тоже такой необычный случай, что через 40 лет награда его достигла. И вот здесь даже есть фотография, когда, значит, уже спустя здесь подписи нет, спустя вот 40 лет он был награжден вторым крестом за заслуги, э, вторым польским крестом за заслуги. И там также были награды, значит, за победу и свободу, и за Одру, Нису и Балтик. Вот есть такая одна история, значит, когда вот он был прикомандирован уже к третьей польской истребительной авиационной дивизии, они также с 3 техниками на аэродроме осуществляли ремонт американского бомбардировщика Б-25 «Митчелл». И в этот момент начался авиаудар, и как раз одна из бомб пришлась на зону ремонта, где они осуществляли ремонт. И там взрывной волной их всех отбросило, контузило. Деду какой-то удар, видимо, взрывной волной или об что-то его стукнуло, пришелся на спину. И 3 техников сразу отвезли в госпиталь, а дед еще оставался там на месте. И как раз в это время совершал посадку истребитель после боя с раненым летчиком. И дед, несмотря на такое тяжелое состояние, пошел помогать летчику выбраться из кабины. Как потом оказалось, у деда было ранение в ногу, контузия была. Он говорит, как он рассказывал сам, несмотря на то, что в ушах все звенело, гул, все. Те, кто знают, что такое контузия, это представляют, насколько, наверное, это все сложно. И вот он помог, значит, выбраться летчику. А на следующий день было построение авиационного гарнизона, объявляли отличившихся, и вот мой дедушка был как раз в числе тех, кого объявляли. Всем пообещали награды, что будут представлены к наградам, но, к сожалению, никаких наград в итоге не получили. Дня через 3 дедушку все-таки отправили в госпиталь, где у него в итоге было вот состояние, был диагноз, это сотрясение мозга, симптомы столбняка, перелом позвоночника и осколочное ранение ноги. Где-то дней через 15 его вот состояние только улучшилось, оставалось тяжелым. И вот интересный факт, значит, как раз в тот период советские войска, они прорывали фронт на территории Польши, и дивизия, в которой служил дед в составе 16-й воздушной армии, участвовала в освобождении Польши и уже в последующем штурме Берлина. И в госпиталь к нему приехала машина узнать состояние, значит, какое, готов ли он возвращаться в строй. Врачи сказали, что поставили полный запрет, тяжелое, значит, состояние, разрешения никакого нету. Деда это не остановило, он решил не отставать от своей части, и как он говорил дословно, сиганул в окно и убежал из госпиталя, в общем-то, и отправился уже со своими служить дальше, продолжать службу. Это такой интересный эпизод его жизни. Значит, как я говорил ранее, дедушка учился, потом был направлен в авиационное училище, после авиационного училища в Московский военный округ. В 1940 году у него был отпуск, он приехал домой, в Абхазию, где, в общем-то, женился на моей бабушке, Ампар Царпице, так ее звали. И они уже вместе с ней они вернулись в город Житомир, где он тогда находился. И как раз по его возвращению у него был приказ о переводе вот в 17-ю авиаэскадрилью в город Черновцы. Там вот их как раз-таки и застала война вместе с бабушкой. Естественно, ее пришлось экстренно отправлять домой. На поезде ее отправили домой. И по пути домой, значит, этот поезд также подвергся бомбежке. Бабушка, слава богу, выжила. Все было хорошо, она вернулась домой. У нее родился сын, мой отец, Агарба Валерий Раифович. Многие его знают. Так как дедушка воевал, он своего сына увидел только в 1947 году. То есть до этого он его не видел, спустя 6 лет после того, как началась война. Все мы знаем историю, все мы понимаем, что это была великая война, великая и трагическая трагическая война для судеб многих людей, многих народов. Но в целом, конечно же, мы испытываем гордость, особенно понимая, что мы сами были свидетелями нашей войны и тоже пережили много трагедий, и это все можно провести аналогию того, что люди испытывали тогда, и то, что мы испытываем
ну и то, что мы пережили вот в период нашей войны и последующие периоды. Знаешь, с годами еще больней.